В 8-летнем возрасте его отправили в ссылку. В одиночестве, в суровых условиях научился выживать. Работал, сам зарабатывал себе на жизнь, еще и умудрялся хорошо учиться в школе. Все это об Аматгирее Гандалоеве. Ветеран труда проживает в селении Яндыре. Ему 85 лет, 47 из которых он проработал в разных сферах. У него множество наград, грамот и поощрений. В гости к нему наведалась Тамара Хашагульгова. Баматгирею Гандалоеву было только 8, когда он оказался в депортации. В то время как раз гостил у дяди и его русской жены, когда в дом пришли военные и потребовали мальчика. Тетя Настя попыталась отстоять племянника. Тогда военные заверили ее в том, что отвезут его прямиком к родителям. Но вместо родного Яндыре ребенка ждал товарный вагон и далекий Казахстан. Страшный мороз, 42 градуса. Я как сегодня помню. Мужчины и женщины бегают, плачут, детей тащат, вещей тащат. Хаос. И детей, женщин прячут под эти свои вещи, накрывают. И в этой ситуации я, как заброшенный волчонок. Свою семью в Средней Азии нашел не сразу. Жил у разных людей, которые знали его родных. Эти скитания закалили характер ребенка и утвердили в нем веру в то, что он не умрет, пока не вернется к своим. 3-5 семей Гандалоевых оказалось в местечке Беловка, ныне город Ермак там стоит. И это за Иртышом. Семью он нашел спустя время больной тифом, но вскоре оправился в окружении материнской ласки и заботы. Мальчик начал работать, продавать швейные принадлежности многочисленным соседям. Его выручило знание русского языка, выученного в доме дяди. Понемногу жизнь начала налаживаться. На семейном совете было решено, что Баматгирей может оставить работу и продолжить обучение в школе. В 12 лет мальчик пошел в 3 класс. Бумаги никакой не было. Если отец иногда доставал цементом незаполненный цементный мешок, это уже была, как говорят, великая радость для меня. Нарезал, делал тетради и занимался. А так из-под цемента моешь, стираешь, гладишь, делаешь из него бумагу. Юный Баматгирей хорошо учился. В школе его знали как способного математика и химика. Но математиком он так и не стал. В 1954 году он поступил в Алматинский сельскохозяйственный институт. Через время вуз пришлось бросить, вернуться на Кавказ. Дальше был Чечено-Ингушский пединститут и профессия преподавателя истории и физкультуры в родном Яндыре. Всю политическую работу, которую проводил обком партии, и все это легло на наши плечи. В 1958 году мы проводили самые сложные выборы в Советском Союзе, в истории Советского Союза. Лучшую комсомольской организации республики эта доля досталась нам, Яндыре. Задатки организаторов Баматгирея Ильясовича вскоре заметили. Его избрали руководителем районной комсомольской организации. Дальше была должность первого секретаря Назрановского ВЛКСМ. В 1963 году Баматгирей Гандалоев вступил в ряды КПСС. Чуть позже ему предложили работу в Комитете госбезопасности. Ему довелось работать в аппарате комитета ЧССР и еще несколько лет руководить райотделом КГБ введено. Я около 3 лет на Урском аппарате. Потом уже меня перевели сюда, в республику, а из республики отправили в Ведино начальником Вединского района. Там я проработал около 4 года. До сих пор умоляют, просят меня веденцы приехать хоть раз побывать у них. Коллеги и сослуживцы запомнили Баматгирея Ильясовича как дисциплинированного и ответственного человека. Таким он является и по сей день. В одном подразделении нам пришлось в непосредственное подчинение, мы не работали, правда. Вот. Но как советчик, как человек доброй души,
ответственный, очень ответственный даже, требовательный к подчиненным. Вот. Все в подразделении, в которых работал Бамыткирей Ильясович, это то, что я помню. Бамыткирей Ильясович, кроме службы в органах, успел поработать еще председателем райисполкома. Благодаря его стараниям в далеких 70-х во многих ингушских селах и городах появилась асфальтированная дорога. На Зарановском районе ингуши проживали в пыли. В лучшем случае грейдерная дорога центральная. Машины в этой серой пыли постоянно в таком положении люди были, а в дождливую погоду в грязи. Чуть позже была работа в обкоме КПСС. Позже его вновь перевели на службу в органах, откуда в 1991 году Бамыткирей Гандалой вышел на заслуженный отдых. За свои 47 лет трудовой деятельности он не получил ни одного взыскания, хоть никогда и не работал там, где ему действительно хотелось. Но зато сейчас у дедушки в багаже множество наград, грамот и поощрений, а самое главное – благодарность от простых жителей, которые вспоминают его добрым словом. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.